Те действия, которые в настоящее время совершает Российская Федерация, они в активной фазе находятся с весны 2014 года. Именно с этого периода Российская Федерация считает, что Черное море — это внутреннее море Российской Федерации. Поэтому она все делает для того, чтобы взять акваторию Черного моря под полный свой контроль. Безусловно, определенными позициями раздражителей для Российской Федерации являются страны, которые входят, причерноморские страны, которые входят в состав НАТО, Румыния, Болгария, Турция, а также страны, которые являются кандидатами в члены НАТО, Грузия и, соответственно, Украина. Но тем не менее, Российская Федерация все делает для того, чтобы полностью держать под контролем акваторию Черного моря, потому что мы понимаем, что геополитические амбиции Российской Федерации, они простираются намного дальше Азовского и Черного моря. Они уже себя видят и в акватории Индийского океана. Безусловно, Российская Федерация хочет полностью контролировать акваторию Средиземного моря. Поэтому все инновации, которые на сегодняшний день реализовываются в рамках усиления военно-морского присутствия Российской Федерации в акватории Черного моря, они полностью ложатся в концепцию дальнейших достаточно агрессивных действий Российской Федерации именно в сфере военно-морского направления. Как вы оцениваете тогда возможности натовского флота, который постоянно там присутствует, в состоянии ли, вернее, как воспринимает его Россия? Серьезно ли, как серьезную угрозу? Безусловно, Российская Федерация крайне нервно воспринимает информацию о заходах в акватории Черного моря кораблей стран-членов НАТО, потому как согласно Конвенции Монтрея кораблей иных стран, не входящих в список стран при Черном море, не имеют права находиться более определенного периода. Но тем не менее, военные корабли стран-членов Североатлантического альянса с завидной регулярностью находятся в акватории Черного моря. Это вызывает определенное раздражение со стороны Российской Федерации. Это отвлекает достаточно серьезные силы, средства и ресурсы, в том числе финансовые ресурсы у Российской Федерации, потому как она вынуждена задействовать и корабли сопровождения, и задействовать соответствующие средства разведки всех типов для того, чтобы следить за маневрами натовских кораблей в акватории Черного моря. Опять же, мы понимаем, почему все это происходит. Потому что Российская Федерация самоуверенно считает акваторию Черного моря своим внутренним морем. Поэтому всячески пытается выдавить иных участников э, этого процесса из акватории, и для этого не брезгуют никакими средствами, методами, и в том числе проводя определенные агрессивные и провокационные действия. Мы знаем немало примеров, когда авиация Черноморского флота Российской Федерации совершала достаточно опасные маневры вблизи самолетов разведчиков стран-членов НАТО. Мы знаем ряд примеров, когда Российская Федерация совершенно необоснованно закрывала определенные районы Черного моря с целью якобы проведения учений. То есть ситуация достаточно сложная, но опять же, благодаря консолидированной позиции коллективного Запада, условно так назовем, благодаря постоянному присутствию кораблей членов Североатлантического альянса в акватории Черного моря, Россия не может настолько безнаказанно и совершенно наглым образом вести себя в акватории Черного моря, потому как понимает, что противодействие есть, противодействие достаточно серьезное. И на сегодняшний день мы наблюдаем относительный баланс сил. Но, опять же, возвращаясь к вашему первому вопросу, Российская Федерация продолжает наращивать свое военное присутствие в акватории Черного моря. И к чему это в дальнейшем приведет? Ну, только к обострению ситуации в регионе, потому как мы понимаем, что количество геополитических игроков, которые имеют достаточно мощный флот в акватории Черного моря, это все, собственно говоря, позволяет нам быть уверенным в том, что ситуация и далее в акватории Черного моря будет обостряться.